Душевный летний вечер в этнокафе «Ашлама-Сарай». Сегодня презентация уникальной книги мастерицы Эльвиры Осман «Йол Шаширма» стала настоящим событием среди мастеров вышивки и знатоков крымско-татарского декоративно-прикладного искусства. В одном издании мастерица собрала все секреты и знания крымско-татарской вышивки. На вечере, организованном Хараденгес Продакшн, пришли друзья, коллеги и поклонники творчества Эльвиры Осман. Вышивка – один из самых старинных и распространенных видов прикладного искусства в культуре крымских татар. Книга Эльвиры Осман «Йол Шаширма» – многолетнее исследование техники татар-ишлеме, которая включает в себя более сотни видов швов, отличающихся по рисунку. В своей работе мастерица раскрывает специфику техники и детально описывает ее особенности. Через название «Йол Шаширма» Эльвира Осман передает философский и глубокий смысл. Почему я именно так книгу назвала? И дело вовсе не в том, что базовый шов техники татар-ишлеме называется «Йол Шаширма», а это призыв нашему народу не сбиться с правильного пути, не забыть, кто мы есть, не забыть наши корни, познать самих себя. Вот основная веха, на которую я хотела бы обратить внимание. Но это познавание, чтобы шло через искусство, через прекрасное, через красоту, через доброту, через созидание. Татар-ишлеме. С магией этих слов Эльвира Осман впервые познакомилась 30 лет назад, когда встретилась с носительницей секретов этого тонкого искусства Зулейхой Бекировой. Раз уж я встала на какой-то путь, значит, я должна выдать какой-то результат пройденного пути. И вот 30-летний мой путь увенчался вот этой книгой. Я думаю, что Зулейха Оджа сегодня радуется вместе с нами. Для студии Хараденгес Продакшн, которая организовала уже массу общественно значимых мероприятий в Крыму, презентация уникального исследовательского труда Эльвиры Осман стала еще одним важным событием. Я думаю, вот этот вот труд, который сегодня презентует Эльвира Ханум, для развития культуры нашего народа, наверное, это стало еще одним очень существенным достоянием. Как оказалось, до сегодняшнего времени вот это вот уникальное искусство вышивки, которое действительно в мире не имеет других аналогов и у других народов, на самом деле у нас передавалось вот просто из уст в уста. Вот это был колоссальный риск. И вот таким трудом, который Эльвира Ханум, наверное, писала всю свою жизнь, и вот она говорила, что только 5 лет последних она занималась издательством, то она этот риск убрала для нашего народа. Теперь это настоящая книга, настоящий учебник, который мы оставим в наследие нашим потомкам и сегодняшнему поколению. Привлечем еще как больше людей к этому уникальному искусству. А я, в свою очередь, хочу подарить вот это панно Хараденгес Продакшн для вашего офиса. Любуйтесь. Там символ стойкости. Как закалялась сталь называется. Познакомиться с трудами Эльвиры Осман в этнокафе «Ашлама-Сарай» пришли целыми семьями. Бек бегендік, бек мираклы кечті. Бізге де чоқо мираклы, чүнки мен де өзім нағышнен оғрашам, алтын нағышнен. Мана көрем китапны енді алғансыңыз, тесюратларыңыз китап бойынша. Бөлек китаплардың yazылғанына пек қуанамыз. Миллетіміздің мәдениетіні инкшаф еттірген адамлар бар. Аллаға шүкірлер олсын да чоқ лақшысын. Селям алейкум, хайырлы ақшамлар. Насылсыңыз, кейфіңіз насыл? Бегендік мерасимна. Бек çok şeyler bildik, bilmegen şeylerimizden bildik. Kitapны енді көрдіңіз мі? Kitap hakkında umumen tesiratlарыңыз? Biz daha görmedik böyle kitapını, Leyla'da var. Көрдік, білесіз, энциклопедия. Гости, коллеги, ученики, друзья и поклонники Эльвиры Осман имели возможность задать мастерице вопросы, получить книгу с ее автографом, за чашечкой ароматного кофе насладиться выступлениями любимых артистов и поделиться впечатлениями. Каждый из присутствующих окунулся в атмосферу творчества и праздника. Пек яхшы, пек бегендім bu мерасимна, пек қуандық. Бір аптадан бе hazırlanамыз. Несе қысмет oldu, етіп келдік достарымызмен.
Пек яхшы, пек балабан иш япкан бу Эльвира ханым. Алла саулуна берсин. Меня впечатлило то, что наша культура выходит на новый уровень. Я также пытаюсь максимально вложить все свои силы, так как я тоже увлекаюсь крымско-татарской вышивкой на пути к этому изучению. И я очень рада, что наши мастера продолжают публиковать, развиваться, и подобные мероприятия, надеюсь, будут все проходить чаще и чаще. Замечательное мероприятие. Нужно далее постараться продвигать нашу крымско-татарскую культуру и далее вносить вклад. И я ознакомился с книгой, очень интересно, много полезной информации. Devletning yapacak işini bizde şahsiyetler, insanlar yaparlar. Devlet tarafından sanatımız saklanmak gerek, inkişaf ettirilmek gerek. Lakin elimizde devlet olmagan son bu vazifeni ayrı insanlar özüne vazife etip alalar ve Elvira Hanım da buna böyle bir insan. Büyük teşekkürler sizlerge bu merasimni Bahçesaray'da geçirgeniniz için. Çünkü Bahçesaray bu nağışçılığının paytaxtı mülkün aytmağa. Nağışçılık da yanıdan tiklendi Bahçesaray'da. Biz oğa pek kuanamız. Bugün bu merasimni, bu Elvira Hanım'ın bunda getirip kitabını tazık etkeniniz için büyük teşekkürler. Men çok yıllardır böyle bir kütüphanem var. Hem de medeniyet taraftan mına nağışlarını da toplaydım ama böyle yüksek seviyede o kadar sene, o kadar materyal toplayıp onu işlep, şimdi bu büyük bir fundament, temel biz için. Hem bu temelde endi balaban bir ev kurmağı mümkün. Bugün tarihi bir gün. Hem de Elmira Hanım çok sağ olsun. Elleri dert görmesin. Коллеги Эльвиры Ханум уверены, что книга станет достойным вкладом в дело сохранения и изучения крымско-татарской традиционной вышивки и декоративно-прикладного искусства. Дело в том, что вот эти вот и старые схемы, которые делала в свою очередь Чепурина, они как бы нечеткие и не очень внятные. Здесь они получили достойное, значит, это изображение. Плюс она, изучая крымско-татарскую вышивку из фондов музеев, обнаружила еще другие швы дополнительно, то есть обогатила эту тему. Вот в этом ценность этой книги я вижу. Хочется сказать, что Эльвира Апте Османова – это человек, который оказался соединительным звеном между Зулейхой Бекировой. Это как феникс получился. Наша вышивка, она возродилась как будто бы как из пепла с помощью Эльвиры Апте Османовой. Сейчас еще с помощью этой книги, которая сегодня презентуется, возможно, будет намного больше поклонников этой вышивки, техники, и у нас будет более обширное применение вот этих техник, различных техник. Чрезвычайно важное событие, потому что это наша культура, это наше достояние, это и школа, по которой можно обучаться. Это очень это первейшая обязанность всех мастеров, которые прошли вот такой путь, создавать такие книги. Эта книга, которую она издала, это будет огромный вклад. Это и есть уже огромный вклад именно в наши традиционные ремесла, а именно по вышивке. Потому что эта книга, просто как воздух нужна была для нашего народа, для тех будущих наших молодых вышивальщиц, наших учениц, которые будут в будущем изучать и пробовать учиться все это дело вышивать и, эту красоту выливать на тканях. Бұл кебе тек бір біздің халқымызға бек бір мұйым керекли бір şey oldu. Bu yaşlarga, bizim gelecek nesillerge bu kitap bek meraklı, bek faydalı kitap. Это очень серьезная работа, потому что у нас нету книг, нету учебников. Когда есть такие люди, появляются в нашей жизни и начинают создавать такие вещи, это фундамент, это учебник. Нам тоже есть оттуда что подчеркнуть, потому что мы тоже пользуемся этими же орнаментами. Каждому художнику, каждому человеку, каждому крымскому татарину и не только. Это будет очень интересная вещь, почитать ее, полистать. Книга Эльвиры Осман станет настоящим помощником для тех,
кто хочет глубоко и серьезно изучить секреты и тонкости уникальной крымско-татарской техники шитья татар-ишлеме, руководствуясь ее главным принципом «Йолыңны шашырма».